Доброе время, чемпионы. Ну как у вас настроение? Давайте с вами проверим качество звука и видео. Напишите, пожалуйста, в чате по десятибалльной шкале, как меня слышно и видно. Если слышно, видно меня хорошо, то я начинаю. Все отлично, всех благодарю. Все чемпионы, молодцы. Сегодня нас собралось рекордное количество участников сейчас именно на нашем вебинаре. Сегодня у нас с вами первый урок по нашему марафону. То есть это вводная часть. Какие моменты на данном марафоне мы будем с вами обсуждать, какие плюсы и выгоды каждый из нас с вами получит. И марафон мы постараемся сделать вот именно только по тематике, по тематическим вопросам, которые вот именно помогут каждому из вас, каждому из нас вот именно стартовать в нашем направлении и стартовать в нашем бизнесе. И сделать вот именно результаты. Вот, ребят, хочу вас спросить, какая цель ваша сегодня того, что вы пришли на данный вебинар? Вы же хотите получить какую-то информацию важную, которая вам поможет делать определенные действия, которые вам позволят что? Поменять свой образ жизни в разных направлениях. Кто, ребят, со мной согласен? Вот просто напишите в чате. Вы же со мной согласны? Я думаю, да. И, конечно, это очень важно. Так, у нас с вами чат закрытый, да? Давайте я сейчас что? Поменяю разрешение в чате, да? Так, разрешение писать сообщения, отправлять видео, да? Вот, все, я понял. Сейчас могут у нас писать в данном чате абсолютно все. Вот, потому что до этого у нас только администраторы могли писать. Все, отлично. Все, супер, супер, все. Я люблю просто обратную связь. Все, молодцы, ребят. Вот, отлично, отлично, движушка пошла. Супер. Вот, смотрите, у нас сейчас стартовал бизнес Success Together. И мы именно ждали его так вот волнительно, трепетно. И сейчас что? Ну, просто идеальные условия для того, чтобы что? Начать зарабатывать и менять свой образ жизни. И, в принципе, за первое время старта нашего проекта компания сделала более 500 тысяч долларов товарооборот. То есть эта цифра, она уже давным-давно ушла, скажем так, гораздо больше. Вот, да. И согласно нашего бизнес-плана высокодоходного, компания 50% выплатила нашим клиентам и дистрибьюторам, которые находятся сегодня в разных городах и странах. То есть это же фантастика. Это очень круто, ребят. И ни одна компания в мире сегодня таких денег, вот именно больших, не отдает именно своим клиентам и партнерам. Так что этим нужно сегодня каждому из вас, каждому из нас сегодня этим гордиться. Да? Также у нас 15 бриллиантов. Это самое высшее достижение в компании. Это очень круто. Да? У нас в структуре появилось сколько бриллиантов? Туяра Жиркова, Ольга Русо, Елена Данилова, Виктория Бренд. Всех назвал, да? Ну и, понятно, Николай Турушев. То есть, соответственно, 5 бриллиантов. Вот. В целом в компании появилось 15 бриллиантов. Это серьезное, скажем так, достижение, и этим нужно сегодня гордиться. Также у нас появилось сегодня множество серебряных, множество золотых, и целая одна платина. Вот это просто круто. Изабелла Кондакова в компании. Ну и, конечно, люди у нас сегодня заработали разные суммы денег. Допустим, по структуре люди у нас сегодня заработали от $100 до, соответственно, практически 20 тысяч долларов, то есть именно по нашей структуре. То есть это хорошее достижение буквально за короткое время. И я четко понимаю, что наши лидеры за короткое время заработали нормальные деньги. Вот. Это 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч наши именно лидеры заработали. И я не знаю, где такие деньги, в какой компании можно зарабатывать за такое короткое время. Кто со мной согласен? Это просто фантастика. Вот. Ну и давайте с вами сейчас перейдем к нашему марафону, к нашей вводной части. Да? Я знаю, что здесь вот в эфире сейчас находится большое количество лично моей первой линии.
да, находятся лидеры нашей структуры, да, то есть находится очень много новичков. Также здесь находятся сейчас вот именно в прямом эфире сетевики, предприниматели разных других направлений. То есть, ну, я знаю, вот, они сейчас здесь находятся и ждут очень важной информации. И я ее сегодня как бы дам. Сейчас мы сделаем с вами вводную часть, для чего нужен как бы марафон. И далее мы с вами разберем несколько таких вот важных вопросов, на которых сегодня я бы сам лично сфокусировался и, соответственно, дал бы вам рекомендации. Все, если вы готовы, то давайте с вами прямо сейчас приступать. Итак, для чего нужен марафон? Смотрите, марафон – это, знаете, это такой вот момент, когда человек получает знания, какой-то определенный урок по, соответственно, разным моментам, там, допустим, по социальным сетям, допустим, по обзор кабинета Success Together, обзор, допустим, личного кабинета «Успех вместе», допустим, как работать в чате, как общаться с людьми и так далее, как позиционировать правильно наш бизнес и так далее. Вот такие вот уроки. И потом по этим урокам дается домашнее задание. То есть какие моменты нужно выполнить в течение определенного какого-то времени. Так, звук отличный, да, отрегулируйте на устройстве, все отлично, все хорошо, да. Вот, соответственно, на нашем марафоне, который мы сейчас запустили, могут участвовать абсолютно все люди, без исключения, то есть вся наша команда, вся наша структура. Вот, вы можете получать вот именно эти знания и, соответственно, применять. То есть у нас ограничений нету, для кого мы проводим, как проводим и так далее. Единственное, у нас будет углубленные такие занятия в группах с капитанами. Смотрите, то есть у нас есть группа по марафону, вот сейчас, которая есть, да, и у нас есть также, у нас будут группы с капитанами, то есть там будут в этих группах по 15 человек, да, и там уже будет углубленно работать с 15 людьми, партнерами, во-первых, капитан, он будет вести, соответственно, помогать и так далее. Вот. И также будет еще и там и куратор, который будет назначен. То есть у куратора будет несколько команд, а у капитана будет одна команда. И, конечно, когда ты в команде, ты результат получаешь, скажем так, у тебя коэффициент полезных действий гораздо выше. Вот так вот. Ну и, следовательно, для чего нужен марафон? Я вот знаю, многие из нас ходили на работу, и многие еще сейчас работают. Почему, допустим, человек работает сегодня на работе? Давайте с вами поразмышляем. Человек работает на работе, потому что его так научили. Его научили там родители так, правильно, в семейном институте, потому что они сами работали на работе. Я к этому ничего плохого, скажем так, не имею. Да? Далее, этому учили в детском саду, этому учили, допустим, в школе, этому учили в учебном заведении, получить какую-то профессию, да, и потом работать на работе, да. Я сам работал на работе, я понимаю, что это такое, вот. И, знаете, многие люди, они видят, что есть предприниматели, люди, которые живут совсем другой жизнью, правильно? Но они, понимаете, от того, что не обладают какими-то знаниями, не обладают какой-то самодисциплиной, и они просто боятся вырваться из этой рутины. Вот кто со мной согласен? Поставьте просто цифру 8 в чате. То есть люди просто-напросто боятся вырваться из этой рутины. Почему? Потому что они боятся именно ответственности. Они боятся ответственности. Понимаете? То есть кто вот работает на работе, им гораздо проще, допустим, прийти по времени, как им, допустим, сказали, как им приказали. Прийти на работу, допустим, там пропускной какой-то пункт по карточкам, там проверяют, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел с работы и так далее. В разных сферах, там, в Роснефти, в Газпроме, там, еще где-то и так далее. Вот. Вот так вот, скажем так, людей там контролируют, да. И там дают человеку определенный перечень задач, да. И все, и человек, он именно их выполняет. Этот перечень задач, если он их не выполняет, он лишается премии. Если он их не выполняет, соответственно, он там где-то начальство не устраивает, и его, соответственно, увольняют с этой работы. И у человека есть страх.
да, у человека есть страх, потому что, соответственно, он уже должен кормить свою семью, он должен платить там где-то ипотеку, кредит и так далее, он на это живет и тому подобное, правильно? И ему так проще. Вот многим людям, 95% людей на планете Земля, им так проще, когда ими руководят. Понимаете? Когда ими руководят, им говорят, что сделать, у них есть узкий круг задач, которые они делают на работе, и все, и они просто-напросто вот так вот живут. Вот так вот, ну, просто-напросто. Хотя многие знают, что можно сегодня жить по-другому, можно выйти на новый уровень, да, то есть у них есть знакомые, которые там где-то предприниматели и так далее. Они просто не хотят взять ответственность на себя. Вот. И просто, скажем так, просто плывут вот так вот по реке и так далее, кого-то это просто устраивает. И у меня есть знакомые, которые пробовали, допустим, себя в предпринимательской деятельности, да, и потом вернулись снова на работу. И они мне честно говорят: Николай, ну вот слушай, как бы я не умею себя самодисциплинировать, вот, мне надо, чтобы, короче, мне кто-то постоянно черка давал, вот, чтобы меня кто-то гонял и так далее. Ну, не могу я сам себя заставить трудиться, то есть, ну вот мне надо, короче, постоянный кнут, мне постоянно нужна палка, и я вот снова вернулся на завод, для меня так проще, я так буду работать и так далее и тому подобное. Понимаете, да? Вот. И мысль моя какая? Марафон для чего нам нужен? Марафон нам нужен для того, чтобы, соответственно, каждый из вас получил вот эту вот маленько другую самодисциплину, понимаете, то есть другую самомотивацию. И, конечно, кто-то скажет: вот там меня на марафоне там будут заставлять что-то делать. Вот. Так тебя будут заставлять именно для твоего блага, чтобы ты зарабатывал в первую очередь. Это же не мне надо в первую очередь, это же тебе надо, чтобы ты прорвался в этой жизни. И вот именно марафон – это для осознанных людей, для именно включенных людей, которые вот именно хочет конкретно что-то изменить в своей жизни. А кто хочет просто плыть по реке, соответственно, ничего страшного. Ничего страшного. Вот. Это выбор каждого человека. И никто за это никого ругать не должен. Правильно? Вот и все. Кому понятно, для чего нужен марафон, простыми словами? Чтобы просто-напросто самодисциплинировать себя, чтобы выйти на новый уровень. Возможно, у кого-то это не получается сделать. То есть кто-то хочет вот именно прям, а вот у него не получается вырваться и так далее. Каких-то знаний, каких-то моментов и тому подобное. Вот для этого и нужен марафон. Марафон нужен для осознанных людей. Итак, я думаю, всем понятно. И вот на марафоне мы будем давать темы, разные темы, какие, давайте я, допустим, сейчас вам проговорю, какие темы мы с вами будем обсуждать. Первый урок – это у нас вводная часть, то есть для чего нужен марафон, почему нужно его пройти, какие преимущества для себя вы получите. То есть я еще сейчас это коротко раскрою, да. Первая у нас такая тема будет хорошая, это обзор личного кабинета Success Together. То есть, чтобы вы уверенно пользовались функционалом своего магазина. Кому будет интересна вот эта вот тема, ребят? То есть именно обзор личного кабинета Success Together, чтобы вот вы понимали, как правильно перевести деньги, где правильно смотреть начисления, как смотреть именно начисления в своем комиссионном кошельке и так далее. Вот эти вот моменты мы все с вами разберем, потому что это, ну, как бы тоже важно. Где брать ссылку, как правильно выставить ножку вправо-влево и так далее. Потому что у нас, соответственно, очень много новичков. И это тоже очень важно. Далее, следующий урок у нас будет, это разбор продуктов. То есть у нас сегодня есть технологии, про которые многие просто не знают. Ну вот реально. Люди не знают, что такое базовые наши продукты, Success Day, Success Night, Protein Bars и так далее. Также именно базовые продукты, которые именно из раздела Success Сибири. Вот мы коротко разберем вот все наши продукты. Да? Потом следующий урок у нас будет, это бизнес-план. Разберем вот именно все виды дохода, а у нас их 18. Кому вот интересен бизнес-план? Но я считаю, что человек здесь в чате, он хочет что? Выйти на новый уровень. Соответственно, он должен знать бизнес-план. Как вы думаете, бизнес-план важно знать? Я думаю, что очень важно знать сегодня бизнес-план, потому что, давайте, я вам приведу пример. Каждый из вас приходил когда-то устраиваться на работу, правильно? Вы в первую очередь, скажем так,
какую информацию для себя получали? Сколько вам будут платить, допустим, там в месяц, правильно? Ну, допустим, вы же сейчас за 10 тысяч никто не пойдет работать на работе целый месяц, 6 дней в неделю, 5 дней в неделю. Правильно? Вы же сперва что? Будете понимать вот именно сколько вам будут платить за ваш труд, да? Потому что это же очень важно ценить себя, правильно? То есть это же очень важно сегодня понимать, сколько вы стоите. Вы понимаете, сколько вы стоите сегодня? То есть ваш труд сколько стоит сегодня? И, конечно, я считаю, что бизнес-план, вот именно базовые моменты должен знать абсолютно каждый человек, который именно начинает строить бизнес именно в Success Together. Вот для меня это очень важно. Но, допустим, ты должен понимать, какие деньги ты можешь уже там заработать в первый месяц, какие действия для этого нужно делать, правильно, к чему как бы стремиться, нарисовать там, допустим, там определенный план развития, заработать 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч, 500 тысяч, заработать 1 миллион рублей там и так далее. Правильно, там закрыть бонусы жизни 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 на 5, сколько я заработаю, подключив вот этих вот людей. Если завтра у меня придет новичок, он мне задаст вопрос, какие действия мне делать, я же должен как бы ему ответить. А если я не отвечу, значит что? Грош цена мне как менеджеру. Угу. Вот. Бизнес-план, он очень важный. Я думаю, вы со мной согласны, правильно, ребят? Да, вот, я думаю, вы со мной согласны. Бизнес-план надо знать. Вот. Если кто-то его базовые моменты еще до сих пор не знает, надо это изучить, проработать с менеджером. И мы это с вами будем обсуждать также на марафоне. Далее, 5-й урок – это именно, ну, не 5-й, а следующий. Это как пригласить новичка, да? Что волнует каждого и так далее. То есть, допустим, как правильно, допустим, сегодня позиционировать, допустим, приглашение в социальных сетях, вот как именно направить сегодня человека. Я думаю, это тоже очень важно, потому что человек, допустим, приходит вот к нам, да, и он тебе говорит: Николай, как пользоваться социальными сетями, там, научи, там, я хочу, там, сразу же, там, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, я таким людям сразу говорю: стоп, тормози. В социальных сетях ты никогда не научишься приглашать, пока не научишься приглашать, соответственно, где? На земле. Вот. И я четко понимаю, тебе надо отработать приглашение сперва на земле, потом идти в социальные сети. Вот. Потому что социальные сети там немного сложнее. Почему? Тебе там надо, во-первых, человек, который тебя не знает, ты у него должен вызвать коэффициент доверия. Правильно? Он за тобой должен понаблюдать какое-то время. Ты его должен постоянно там подогревать какой-то информацией. Правильно? Вот. Вызвать интерес такой вот по психологии, чтобы он тебе написал, спросил про бизнес, спросил про продукт, как присоединиться и так далее. Не знаю, там перешел по твоей ссылке. Понимаете, да? Кто понял мысль? Пока вы не научитесь, скажем так, таксисту или парикмахеру правильно предлагать наше направление либо бизнес, в социальных сетях делать нечего. Вот. Кто со мной согласен? Вот. И я вот здесь полностью как бы уверен в этом. Это моя практика, и я готов за это топить. Вот. Далее, психология, то есть барьер себя. Вот именно вот эта вот тема тоже такая важная, потому что человек пока не поверит в себя, пока вот он не поверит в направление бизнеса, да, в направлении бизнеса, у него роста какого-то не будет. То есть пока человек на 100% на полную шишку не придет сюда, вот, я люблю так шутить, потому что некоторые люди сюда приходят: ну я попробую, ну как получится, пойдет, значит я буду этим заниматься. Вот. Не пойдет, значит, не буду этим заниматься. А я вот пока работаю на работе, я там зарабатываю, допустим, определенную сумму, маленькую, но я за нее держусь, потому что у меня там есть кредит. Вот. А здесь-то что? Здесь же я пока пришел на полшишки попробовать, получится, не получится. Вот у таких людей может очень долго получаться, либо может вообще не получиться, потому что, ну, я понимаю, когда ты на работе зарабатываешь, там, допустим, там 100 тысяч, 150, 200, 250 тысяч, там 300 тысяч ты зарабатываешь на работе. Ты выйдешь на доход там в 2 раза больше, вот так вот. А человек, который, допустим, зарабатывает там 20, 30, 40, 50 тысяч на работе, с нашим бизнес-планом, да он здесь может за несколько дней такие деньги заработать, если просто включится в этот процесс, как говорится, по полной, и будет каждый день как минимум, допустим, 6 часов уделять нашему бизнесу.
Он 100-150 тысяч в легкую может зарабатывать здесь. И опять-таки это вот все по приоритету человека. Да? То есть человек пока не спрыгнет вот с этой вот старой лодки своей, дырявой, старой, соответственно, новая она у нее и не появится. То есть новая она не поплывет нормально, потому что там же надо в двух лодках веслами грести и так далее. А человек еще пока в старой гребет, воду вычерпывает, да, а новая у него стоит на берегу. То есть надо же в новую запрыгнуть, правильно? И, соответственно, увеличить коэффициент полезных действий. И все, и будет тогда результат. Вот, психология очень важна. Далее. Разберем с вами техники продаж, то есть как правильно позиционировать продукты, компанию, академию, себя и так далее. Вот это тоже очень важно. Ну и, конечно, разберем с вами кабинет Академии Успех вместе, то есть как правильно пользоваться, почему это важно и так далее. Ребят, кому понятна наша тематика проведения нашего марафона? Вот. Кто хочет участвовать? Так, у кого что зависло? Все нормально, ребята, идет? Или что-то все-таки с интернетом? У меня что-то подвисает или все нормально идет? Вот, лидер, ответьте, все хорошо? Да, вот, мне кажется, что чуть-чуть есть, да? Вот сейчас я, однако, подвис, да? Так, подвис, да? Так. Картинка у меня висит. Вот, все нормально пошло, да? Угу. Так, либо это с программным обеспечением что-то связано, либо с интернетом. Вот, пока понять не Оля, могу. нет, все отлично было. Все отлично, да? То есть я не подвисал. Ну, все хорошо. Ладно, нормально, благодарю. Так, ну, в принципе, по марафону я вам сейчас объяснил и рассказал, да? Сейчас что мы с вами сделаем? Я сейчас коротко дам выступить нашим лидерам, нашим кураторам по нашему марафону, буквально по 2 минуты. Далее мы с вами, я дам домашнее задание, на чем нужно сфокусироваться. Также дам информацию, когда мы начинаем следующий урок с вами. И еще после данной встречи мы поговорим с вами коротко по бизнес-плану. То есть сегодня просто у нас вне, скажем так, темы по марафону еще будет урок по, соответственно, бизнес-плану. Коротко с вами сейчас поговорим, чтобы у вас было понимание, как действовать, к чему стремиться. Ну все, готовы? Чемпионы, кто первый готов взять слово? Туяра, Виктория, Ольга. Я буду Так, первой. Туяра хочет быть первой. Вот. Так, сегодня ты вторая. Без меня, возможно, будешь первой. Так, ну Можно, все? Да, конечно. да? Всем привет, дорогие друзья, участники нового нашего общекомандного марафона. Особенно обращаюсь к новичкам, да. Вам очень-очень повезло, потому что у вас вот начинается деятельность в нашей системе именно с такого вот глобального марафона. То есть из своей истории, да, когда я начинала, это было 5 лет назад, такого у нас не было. И тогда, в то время, вот в Казахстане, да, проводили такие марафоны, я за ними наблюдала и очень хотела участвовать в их марафоне. Даже помню, писала кому-то, да, пожалуйста, меня возьмите в свою команду. И, конечно же, отказали. И я себе тогда придумала себе свой марафон, вот 10 дней прямых эфиров и так далее, да, вот такие марафоны я себе придумывала и проводила. Ага. И когда объявил Андрей Артурович, наш президент, общекомандный марафон, я так обрадовалась и так обрадовалась и решила вот, и дал задание, вот помню, Андрей Артурович дал задание пройти 15-часовое обучение. Вот есть же в системе, да, вот такое обучение. И
Я специально поехала в город, сняла гостиницу, в гостинице номер, и там, чтобы полностью сконцентрированно там пройти обучение, все это прошла, все конспектировала, да. Вот я так тщательно готовилась к марафону. И что хочу сказать этим, вот марафон очень важный, да, вот оклад, скажем, оклад, старт вашего успеха здесь, в нашей системе. Если вы решили вот быть с нами в Академии Успех вместе, то обязательно просто вот участвовать, просто вот люди как делают, записываются на марафон и наблюдают, да, вам надо вот иметь жгучее желание пройти марафон на все 100%, и вам будет обеспечен успех. И будьте в команде, будьте с капитанами, и будьте с куратором, и желаю всем успеха. У меня все. Кто у нас следующий берет слово? Могу я? Ну, давай, Оль, говори. Или Виктория все-таки. Так, хорошо, ладно. Ребят, всем привет. Я рада приветствовать всех, кто сегодня впервые на марафоне, кто уже 3-й, 5-й раз. Потому что каждая встреча и каждая командная работа на марафоне, ребята, это прежде всего прокачка себя. И Николай правильно сказал, марафон, он для осознанных людей. И теперь четко себе задайте вопрос, с какой целью вы записались на марафон? Просто помните, что либо вы в позиции наблюдателя, либо вы делатель. Вот себе четко скажите, проговорите себе самому, для чего вы пришли на марафон, ребят. Потому что действительно те знания мы будем просто, знаете, вам давать, что называется, разжевали и в рот положили. Понимаете? И вы будете расти. Вот просто какой вы пришли, какая на марафон, и какой вы будете по завершению марафона. Самое главное делать. И вы знаете, я всегда говорю фразу, не надо бояться, убираем боюськи. Один делающий дурак сделает больше 10 умников. Многие умничали 30, 40, 50 лет, да, ребят? Просто начинаем действовать. Я желаю всем постигать свои новые какие-то достижения, записать первое видео, пригласить первого человечка, заработать первые денежки, да. То есть, ребят, все это очень реально. Вы в самом надежном проекте. И у нас с вами и капитаны, и кураторы, ну и, конечно, главный генерал Николай Турышев. Всем успеха, ребят, чемпионы. Действуем и побеждаем. Ребят, всем привет! Я очень рада и всех поздравляю с началом такого классного марафона, долгожданного, самое главное. И, конечно же, в первую очередь, я как психолог хочу вам сказать, что вы идете на марафон, поставьте себе намерение, загадайте желание, какую-то мечту, цель. Когда закончится марафон, что вы достигнете, что у вас получится в первую очередь. И прежде всего, конечно же, дайте себе слово. Мы много раз себе что-то обещаем, даем слово, но, к сожалению, много раз мы сами отказываемся, да, и передаем свою мечту. Вот когда-то для меня стало большой мечтой путешествие, да, и жить другой жизнью, жить картинкой, которую показал Андрей Артурович. И я для себя точно тогда решила, что я буду делать определенные действия, которые приведут к этой мечте. И поставила для себя цель и дала себе слово, что я буду выполнять те действия, которые говорит Андрей Артурович. И я не буду придумывать свой велосипед, я уберу все свои какие-то эго, да, и свои какие-то знания. И Андрей Артурович всегда говорит, опустошите себя, мы пустой сосуд. И сегодня я вот рекомендую вам прийти в наш марафон пустым сосудом и, знаете, наполнять свой кувшин теми знаниями, которые мы будем вам давать.
А вам действительно очень повезло, и нам очень повезло. Я с удовольствием буду обучаться у нашего топ-лидера, у девчонок, у Виктории, у Туяры, потому что эти шаги, которые мы прошли, прошел наш Николай, прошли Виктория, Туяра, это шаги, которые уже, знаете, проложены, это как лыжня, которая уже протоптана, и нам не надо ничего придумывать самостоятельно. Это очень здорово, это на самом деле намного легче, чем думать, что-то догадываться, а вдруг получится, не получится, совершать какие-то свои ошибки, потом их исправлять. Вот благодаря этому марафону вы сейчас пройдете таким намного легче путем, чем проходили мы. И очень классно, что у нас уже есть вот такая сплаченная команда, потому что и вот этот онлайн-марафон, который проводится, это действительно уже 4-й у нас по счету марафон. У нас есть уже свои как бы фишки, да, как проходить его, и это очень классно. И я просто рекомендую всем поставить себе намерение, поставить себе цель и дать прежде всего себе слово, не кому-то, а только себе, потому что шаг за шагом вы даже не представляете, знаете, глаза боятся, руки делают. Просто вот мой такой принцип по жизни, главное ввязаться в бой, а там разберемся. Вот вяжитесь в бой, там разберетесь, потому что кураторы, команда, капитаны, все мы будем только-только вам помогать. Поэтому это очень здорово, что вы сегодня здесь, вы приняли это решение, участие, да, в марафоне. А кто пришел только подглядеть, вот сделайте себе осознанное такое желание, что чему я хочу здесь научиться и какую цель я преследую. То есть я себе ставлю здесь глобальную цель, это выйти на новый уровень, поднять уровень своих партнеров, поднять уровень до бриллианта, до золотых, до серебряных, чтобы моя команда росла. И вы точно так же, то есть у всех у нас есть мечта, и я хочу, чтобы вы просто вот сосредоточились на этом. Всем удачи, всем отличного старта. Я просто очень рада и счастлива, что у нас такое количество людей здесь. Благодарю наших чемпионов. Кто у нас еще хочет, допустим, взять слово коротко на пару минут? Елена Данилова, как у тебя? Напиши в чате, можешь ли сейчас подключиться также. Коротко на пару минут. Давай, ждем тебя. Напиши в чате, удастся подключиться. Так, ладно, ребят, тогда мы продолжаем. Вот, продолжаем. Смотрите, итак, какие действия по марафону всем понятны, да? Вот, соответственно, первый наш урок будет по марафону какой? Это обзор личного кабинета Success Together, чтобы вы уверенно пользовались функционалом своего магазина. Вот, то есть данный урок мы подумаем, когда проведем уже первый. Вот, либо мы его проведем в следующий понедельник, вот, либо мы его проведем уже на этой неделе. То есть, соответственно, короткий урок. Вот, так что сейчас давайте домашнее задание я дам. Возьмите блокнот с ручкой, и мы с вами запишем. Так, первое, что нужно сделать каждому именно согласно нашего марафона, это, соответственно, во-первых, первое – это добавиться в чат общий по марафону, который мы создали новый. Старые чаты по марафону мы расформируем. Вот. То есть я найду время, там скину информацию, закрою данные чаты и, соответственно, мы их потом это закроем. Вот. Добавиться в чат
наш по марафону, где сейчас у нас проходит наш вебинар. Это первое, записали. Второе, нужно всем, кто хочет вот именно дополнительно прокачиваться в командах, да, то есть у нас команды будут по 15 человек, вам нужно, соответственно, что? Разбиться по командам. Вот. Кто хочет быть капитаном, также из моей первой линии и так далее, напишите мне в личку, вот, кто хочет быть, соответственно, капитаном. Да? Кто хочет быть капитаном. Вот. Так. Нужно смотрите, нужно разбиться по командам. По командам 15 человек. 15 человек. 15 человек. Вот. Кто хочет участвовать, то есть смотрите, кто вот именно из моей первой линии, вы мне напишите в личку, кто вот хочет именно участвовать, соответственно, в командах в марафоне. И я вас, соответственно, прикреплю к куратору, то есть направлю вас к куратору. То есть это будет либо Виктория Бренд, либо это будет Туяра Жиркова, либо это будет Ольга Русу. Вот. Также с вами, со всеми я буду заниматься. То есть я, короче, самый главный такой куратор. Вот. А мои помощники, кураторы, это, соответственно, Ольга Русу, Туяра Жиркова и Виктория Бренд. Вот. Вот кто хочет участвовать, соответственно, нужно что? Разбиться по командам 15 человек. То есть нужно написать своему вышестоящему лидеру, что вы хотите вот, именно участвовать. Вот. И, соответственно, кураторы, они сделают чаты новые в Телеграме, где закрыт этот чат в Телеграме, то есть чтобы участники не могли туда добавлять дополнительно людей, да, то есть этот чаты будут закрыты, да. В этом чате будет 15 человек, вот, от 10 до 15 человек для коллективной работы, да, то есть для дополнительной определенной прокачки. Там будет назначен капитан, и данный капитан будет работать, соответственно, с куратором. И у нас будет также чат еще и для капитанов, вот. Новый чат для капитанов, то есть у нас старый чат был, также мы его закроем, расформируем и сделаем, соответственно, еще чат для капитанов, где будут находиться все кураторы и будут находиться все капитаны. Вот. И там будут даваться домашние задания. Ребятка, всем понятно, да? Вот. То есть нужно сейчас, вот, кто хочет участвовать, разбиться по командам, то есть написать, соответственно, что своему менеджеру и вышестоящему, соответственно, лидеру. Вот. И мы будем формировать сейчас команды. Давайте по формированию команд сейчас уделим время, допустим, сколько? Вот сегодня, допустим, у нас день недели понедельник, правильно? Он уже заканчивается практически, да? Вот. Давайте тянуть резину не будем, а сделаем это максимально быстро. Давайте, хотя бы за 2-3 дня это сделаем. Кто, ребят, со мной согласен? Потому что, чтобы нам уже первую тему дать вот для прокачки. Да? То есть первую тему, чтобы уже для прокачки нам дать. Вот. Потому что, мы же хотим ускоряться. Смысл тянуть резину надо быстро делать, правильно? То есть надо быстро уже, соответственно, уже первый урок получить. Для чего нужен кабинет, соответственно, Success Together. Понятно, что это интернет-магазин наш личный, но как им правильно пользоваться, сделаем полный обзор и так далее, где смотреть комиссионные, где брать свою личную ссылку, где смотреть структуру, команду и так далее. Вот. И этот урок вот я думаю, надо прям сделать под запись, чтобы потом давать нашим партнерам. Вот. То есть короткие тематические вот эти вот записи надо будет сделать, потом, чтобы их, соответственно, сохранить. Вот. Так, 2. Разбиться по командам по 15 человек. Все, в принципе, задача всем понятна. Вот. Первая линия моя, соответственно, напишите мне в личку, вот, я вас прикреплю к куратору, вот, и, соответственно, там уже с ним решите вопросы, в какую команду, где и так далее и тому подобное. Окей? Все. Я думаю, здесь все понятно. Ну и, в принципе, как у нас все формируется, вот, там за 2-3 дня вот этих вот сейчас, мы потом сразу же начинаем первый урок.
Я думаю, в ваших же интересах, соответственно, ускорить вот эти вот процессы и начать все побыстрее. Все, ребят, всем понятно? Итак, сейчас мы с вами заканчиваем, подводим итог, вот, следовательно, нашего первого урока, это вводная часть нашего марафона, да? Я выключаю запись, и мы с вами еще пообщаемся на очень важные темы. Все готовы? Все, ребят. Давайте я выключаю сейчас запись, и мы переходим с вами к определенной информации.